То, как одна законодательная инициатива может негативно отразиться на экономике и финансах СКФО, сегодня обсудили на круглом столе. А именно, планируется ограничить продажи безалкогольных, в том числе кофеиносодержащих тонизирующих напитков. Если в Чечне и Карачаево-Черкесии закон уже вступил в силу, то Дагестан и Северная Осетия еще не готовы принять подобное нововведение. Главной претензией стал тот факт, что безалкогольные тонизирующие напитки приравнивают к энергетикам и алкоголю. В дискуссии приняли участие представители органов законодательной и исполнительной власти, делового сообщества, торговли и медицины. Чем дольше эксперты обсуждали новый законопроект, тем больше возникало вопросов и неясностей. Как и ожидалось, компромисс найден не был. Давайте определимся, что мы собираемся запрещать. Слабоалкогольные напитки? Да, давайте рассматривать эту тему. И я с удовольствием сама поучаствую в таком мероприятии, потому что мне есть что сказать, и я думаю, что медикам есть что сказать. Говорить о запрете лимонадов или просто безалкогольных напитков с таким размытым понятием тонизирующие напитки, я не вижу предмета разговора. Я не вижу предмета разговора в нашем регионе, тем более на эту тему, потому что запреты подобного уровня, они носят региональный характер. И если, как было сказано ранее, у нас нет производителей безалкогольной продукции, тонизирующей безалкогольной продукции, то тогда и предмета разговора нет, в принципе. По мнению членов Союза производителей, законодательный акт принят, несмотря на очевидные недоработки. Налицо непонимание разницы между безалкогольными тонизирующими напитками и слабоалкогольными тонизирующими напитками. По словам участников встречи, потребление безалкогольных тонизирующих напитков регионов невелико, а предлагаемые ограничения не соответствуют современной международной законодательной практике. Как именно подобное нововведение скажется на экономике регионов, пока не ясно. Но участники круглого стола уже сегодня готовят резолюцию, которая в ближайшее время будет донесена до широкой публики и властных структур. Фатима Макиева, Заур Цеов, Осетия ТВ.